свадьба отменяется? Типа Нет, такое? прям до такой степени не было, но было за пару дней до свадьбы. В конце мероприятия молодожены были злы. Гость барагозил на нас, еще напился барагозил. Вообще матом. Девочки меня на Ганнер, в конференц-комнату запихнули, типа, сиди здесь, караул, чтобы никто сюда не зашел. Маша звонит мне в панике, я была на другой свадьбе. Лера, у меня тут... Мат, у меня тут, короче, жопа дыр. Ну и в конечном итоге... А кого это? На этой же первой свадьбе я влюбилась вообще окончательно, В кого? бесповоротно. Такой огромный, большой такой мужчина. Было очень трогательно, баш, саныганы его... Почему у вас так много? Ты такую новость прям делаешь, да, из этого? Как вы деньги делите, Индию? Всем привет, это подкаст Амары Стоп, и сегодня мы записываем подкаст с топовым агентством Богема Премиум. Руководитель агентства Валерия и ведущий организатор Мария. Всем привет. Лера, Маша, привет. Привет, Мика. Привет. Расскажите, как появилось агентство и как вы пришли в эту сферу? Можно по очереди? Агентство зародилось еще в 2011 году. Тогда Маши в агентстве еще не было. Мы начинали богему не только со свадеб, а делали вообще разные мероприятия, то есть и корпоративы, какие-то форумы, пляжные вечеринки, в том числе и свадьбы. Потом у меня был маленький перерыв, где-то около года, у меня появился ребенок, я уехала жить в деревню, и после перерыва я уже приехала с полным осознанием того, что я люблю свадьбы и хочу заниматься только ими. Ты в декрете вот это все анализировала. Да. Колесики перевернулись. Я училась на экономиста в Санкт-Петербурге и решила не терять времени зря и обучилась там в свадебной школе Виктории Крамер. Получила базу огромную, что, как делать, какие документы нужно заполнять, и пришла уже с новой силой, с новыми знаниями и начала заниматься свадьбами. Каждый год старалась ездить в Москву, в Питер, да, где-то обучалась. Вот у Насти Соколовой училась в Москве. А это в каких годах? Где-то 2016, 2017, 2018, вот каждый год до пандемии, каждый год вот именно в мае я летала, училась. Также проходила стажировку у Виктории Крамер в Санкт-Петербурге и привнесла в свою жизнь уже, как сказать, осознанный подход к организации свадеб. На голом энтузиазме был Бакка, уже со знаниями и уже с более таким грамотным подходом. Как делать тайминги, как делать сметы, что зачем нужно делать, да, чтобы все было по порядку. И в 2019 году я решила провести курсы свадебных координаторов, потому что просто брать с улицы, обучать и потом уже брать себе в команду, мне казалось, будет как-то сложновато. И вот на первых курсах появилась Маша. Да, появилась я, и все изменилось. Да, с 2019 года с Машей уже совсем по-другому, да, все пошло. У нас уже и девочек больше стало, и обучать стали мы не только координаторов, но и организаторов. Соответственно, больше свадеб стали вести, потому что мы одновременно в один день можем вести там до 2, до 3 свадеб. Маша, как ты пришла в эту сферу? В 2019 году, да, как Лера уже сказала, я тогда работала на госслужбе, вот, и случайно в Инстаграме наткнулась на нашей общей знакомой, у Анжелики Бантик. Привет ей, раз уж мы всем сегодня приветы передаем, да. Вот, у нее увидела репост ее объявления, вот, свадебный координатор день, а мне всегда раньше нравилось, гулять на свадьбах я любила, да? Гулять на свадьбах любила, вот, и вообще как бы сам праздник тоже казался мне таким красивым очень. Всегда хотела принимать там активное участие, а не просто сидеть там за столом тупо как подружка невесты. Вот. И тут объявление попалось, я очень долго думала, идти туда, нет. Я помню, я Лере, наверное, писала в течение месяца, Миллион вопросов она задала. Периодически, я писала там куча вопросов, там новые вопросы, там в один день напишу, там через неделю опять напишу, там еще что-то напишу, вот. И так в итоге максимальный пакет я у нее взяла, вот. И, соответственно, обучилась. Вот сначала я вообще не понимала, в первый день курса, когда я сидела, слушала, я думала, что вообще здесь делаю, что она тут рассказывает.
Ты такой координатор, что он еще должен делать? Вот, а потом была первая практика, ну, после которой уже там пришло полностью осознание, да, вообще, в чем заключается работа. На этой же первой свадьбе я влюбилась вообще окончательно, бесповоротно. В свадьбы, в кого? Вот, окончательно бесповоротно влюбилась в это мероприятие, и, ну, соответственно, осталась. И потом, по-моему, я тебя уже долбила, да, все лето. Когда свадьба, когда следующая практика, Диди? Вот изначально она пришла как координатор, отстажировалась. Потом я увидела в ней вот это рвение, эту любовь к свадьбам. Ну, и конечно, когда человек столько написывает. И ее многозадачность. И я ее уже начала готовить к тому, чтобы она стала организатором. Я ее таскала на встречи, говорила, напиши тому, отправляла примерно, что нужно написать. Потом она уже сама начала, там, текст напишет, отправляет, правильно ли, какие-то правки ей вносила. Потом она организовала свою первую свадьбу. Это она был была трэш. Провальной. Расскажите про эту свадьбу. Жесть. Это, короче, был трэш. Вот, в каком получается, году? в том же году было день. В том же 19-м году же было, вот, получается, весной я обучилась. И осенью, в сентябре. Да, в сентябре Лера дала мне вторую свадьбу. Это, получается, в один день 2 мероприятия у нас было. Вот вторая свадьба, вот первую вела Лера, вот вторую, типа, что там хочешь, там маленькая свадьба, небольшая, несложная, давайте мы будем вдвоем. Вот сказала она мне, что мы будем вдвоем. Потом в августе, да, или в июле, по-моему, она благополучно свалила во Владивосток. Это было в августе. Да, вот оставила меня одну, они еще поехали на машине, у нее не было связи, я не знаю, я ей пишу, она мне отвечает через день, и там 1-2 сообщения, я вообще в панике не знаю, где там же основная работа начинается именно за месяц, где самая такая активная работа, вот, и я вообще там была в панике, в дикой панике была. Вот, потом в день свадьбы у меня еще там произошел ряд форс-мажоров, начиная там с того, что алгосчет у меня не пришел, вот, да, это, короче, обнаружилась Хата за 2 часа до свадьбы, вот Хата, я до него дозвонилась, вот я ему, получается, за день начала звонить, он все не брал трубку, вот, потом Хата за 2 часа до свадьбы он ответил мне кое-как, вот, и я успела найти другого алгосчета, слава богу. Вот, и, ну вот, начиная с этого форс-мажора и там заканчивая с фаер-шоу, там мы его провели не с той стороны от помещения, там на парковке возле машины, при каждом взмахе чуть ли не инфаркт, сейчас все на машину упадет, машина загорится, все, там встряну, да, на миллион. Вот, ну, короче, там вообще жизнь была. Вот у меня еще невеста была тогда беременная, крошечная. Вот, ну, короче, бедные мои молодожены, я их там вела в стресс, конечно. Вот, но там самый большой косяк был в том, что я неправильно преподносила им, наверное, информацию. Вот, ну. Опыта нету тогда? Да, опыта нету, вот все на лице видно, отображается. А мы же все знаем, вот. Да, когда Маша в панике, у нее огромные квадратные глаза, она туда носится, сюда носится, и всем уже... Ну, видно, да, что что-то происходит не то, пора паниковать. Вот, а там, да, вот, ну, сейчас еще более-менее, это такие моменты, как бы, они реже случаются, все-таки опыт не пропьешь те, а тогда это было вообще, ну, жесть, конечно, тогда была. Вот молодожены, конечно же, сразу поняли, что что-то идет не так. Конечно же, там еще настроение у них упало, ну и... Вот. Ну, на самом деле, правильно она сделала, Лера. Она бросила тебя в бой, сама справляйся. Да. Вы с Васей подкаст смотрели, и он тоже, да, вот у него тоже такое было. Получается, как этот, учат плавать, да, детей, чисто в воду бросают, и да. Хочешь там, не хочешь плыви, огонь, воду, медные трубы. Да, спасибо. Маша теперь ведет большинство наших проектов, и уже других девочек тоже подтягивает. Благодаря такому обучению у меня стало... У меня на пару седых волос больше, чем могло бы быть. Ну да. Лера, ты помнишь свою первую свадьбу? Помню. Расскажи. Тогда Инстаграма не было. Был ВКонтакте и был мейл-агент. И был форум, и там был праздничный что-то типа праздничный Якутск. Там была, ну, такая тема, куда заходишь, пишешь объявление, там Дима Идрихинский все время тоже себя рекламировал. Это 11-й год? Да, это конец октября 2010 года. Вот, туда разместила объявление о том, что я свадебный организатор, и мне написала девочка Яна. Мы с ней начали переписываться уже в мейл-агенте.
Так, свадьба происходила в цирке тогда. Оформление нам делала Ника, вел Дима Идрихинский. Мы завезли... Хороший такой состав. Да, мы завезли живые цветы, ванда такие сиреневые, которые в Якутске не продавались. Тогда были вот красные розы, белые хризантемы, вот что-то такое. А мы завезли вот специально под заказ с Леной Бочковской вот эти вот цветы ванда, было оформление живыми цветами. Вот, ну и все по красоте, ну, по тем меркам, да. Куча гостей, где-то около 200, наверное, было. Вот Дима вел, очень весело. Девочка у меня тогда еще была, вместе с ней координировали, все организовывали. Потом где-то после свадьбы на какой-то период времени мы начали общаться, и потом как-то растерялись. Сейчас даже не знаю, где они, как они. А как ты вот этому всему пришла? Ну, поняла суть, как организовывать в те годы? Там интернет еще, наверное, плохой был. Тогда, наверное, все интуитивно. Это все начиналось, наверное, со школьной скамьи, когда есть культмассовый сектор, потом в институте, тогда еще в ЕГТ училась, тоже какие-то мероприятия организовывали, какие-то выезды. Все это очень нравилось, постоянно суета, много общения. Ну опыт был, получается. Ну, да. Не в организации, конечно, таких мероприятий, но хоть какой-то опыт был. Ну, главное, конечно, это мне нравилось общаться. И все. Как и сейчас. А откуда название такое «Богема премиум» пришло в голову? Это вы типа премиальной свадьбы только или что? Ну вот изначально название «Богема» это было еще вот тогда, в 2011 году, когда я в первый раз регистрировала ИП, только было «Богема» просто по-русски. Потом, когда вот в 2015-16 был ребрендинг, мы решили, что «Богема» просто на русском недостаточно, перевели на английский, и оно смотрелось как-то очень грустненько, и как будто там за ручку кто-то еще должен идти. Ну и почему бы не премиум? Потому что тогда организаторами свадеб пользовались только те, у кого был большой бюджет, да, кто мог лишние деньги на это потратить. Вот, и поэтому как-то решилась, почему бы не премиум. А богема это, потому что богема это творческие слои населения, которые ведут такой творческий образ жизни. А тебе нравится название? Ну да. Сравни богему, когда ты пришла, и богему сейчас. Когда я пришла, там было, ну, конечно, меньше, наверное, да, мероприятий, больше координации было. Сейчас у нас и девочек побольше. Вот, потом почти все у нас организация, очень мало координации. Ну, как бы это еще связано с тем, что постепенно наш народ, он начинает понимать, да, важность все-таки организаторов. Вот это хорошо, это очень хорошо. Да, конечно. Вот, и больше девочек. Ну и все, пожалуй. Тогда были только свадьбы, еще. Сейчас уже есть и другие, кстати, мероприятия, вот и корпоративные, и частные, там дни рождения. Больше гораздо. А сравни ты, Лера, богему тогда, в начале, и богему премиум сейчас. Первое различие, конечно, это в том, что тогда богема это была я, только я одна и все, да? Все делала я, то есть сама организовывала, сама координировала, сама со всеми связывалась, а сейчас уже есть команда. Каждый уже отвечает за свой проект, и каждый занимается своими, да, какими-то вопросами. А мне уже остается такая творческая часть и что-то по части психологии. Всех успокоить, всех объединить, кого-то замотивировать, кого-то поругать и так далее, да? Или просто прийти и встать рядом, да? Да, для моральной поддержки, да? Ну и второе отличие, это, конечно, в том, что уровень мероприятий, да, в целом, не только в богеме, а вообще, в принципе, в Якутске он очень сильно вырос за эти 10 с лишним лет. И декор, и фото-видео, как начали снимать, есть концепции, какие-то вот определенные детали, да, неизменным остается только любовь и то, что мы собираем в этот день самых близких. Когда-то ты мне говорила, что участвовала в свадьбах за городом Якутском. Расскажи про этот опыт. Это была свадьба в Петербурге 13 мая, год, к сожалению, я не помню, 18-й, кажется. Это был весенний Питер, такой весь красивый, сборы проходили в особняке БИП,
за Питером, да. Сам банкет проводился в метрополе, в центре, очень красивое такое, дорого-богато, Девикурдукта. И работа, оказывается, очень сильно отличается. Что наша, что там, да, не именно вот координация, а вообще в целом. Например, вот меня очень удивила работа ведущих. Они приходят, всех заводят в зал, дают слово родителям, вот, представляют там, что за мероприятие, и уходят. И где-то минут 30-40 гости сами по себе развлекаются. Потом приходят, там, проводят один конкурс, дает слово лучшей подруге и тоже уходит. И гости опять так же. И в течение вечера вот он появлялся, наверное, раз 6. А наши ведущие, иди, бедные чукрушки, как в 4 часа взяли микрофон, так в 12 часов его обратно положили. И все это время они что-то говорят, проводят, веселят, а там, оказывается, совсем по-другому. А вот по координации там было все настолько четко. У каждого есть своя задача. То есть все по зонам, да, работают? Да, кто-то отвечает за свет, кто-то занимается только тортом, во сколько он приедет, там, как его выкатить, на чем его, как его будут резать, чем будут резать и так далее. Есть отдельно хостес, который только встречает гостей, и все это время он находится вот где-то возле входа, показывает, там, как на улицу пройти, там, покурить, например, да, как в зал выйти, там, как такси заказать, что-то такое. И вот было где-то порядка, наверное, 6-7 координаторов, и у всех были разные задачи. Ну, было очень круто. А ты бы хотела быть организатором такой свадьбы в Питере? Конечно. Думаешь, справилась бы? Ну, после определенной практики, думаю, да. Ну, после практики, конечно же. Какого формата свадьбы вы любите проводить? Фестивальный. Да? Особенно после свадьбы Борислава. Я лично люблю вот именно фестивальные свадьбы. Если даже не получается на протяжении всего вечера сделать, да, такую фестивальную свадьбу, то хотя бы 1-2 блока. Ну, для тех, кто, возможно, не знает, да, можно объяснить. Фестивальная свадьба — это когда сидят не за столами весь вечер, а происходит какое-то действие на протяжении всего вечера. Идет концерт, тут идет фуршет, какие-то интерактивы, и вот все постоянно на движе, что-то делают, с кем-то общаются, ну, такая более лайтовая. Я не знаю, потому что я на фестивальной свадьбе больше бегаю, поэтому вообще, ну, в этом плане классика для меня легче. Наверное, одинаково, потому что зависит от молодожен, все-таки где, вот какая там будет атмосфера царить. Что вы принесли первыми в Якутск? Насчет первыми не знаю, но вот насчет предсвадебных съемок, да, могу сказать. Раньше женихов всегда снимали в барбершопах, например, да. Мы начали их снимать там, в стрелковом тире, в гараже, еще где-то как-то, да. Хотели показать именно их интересы, то, какие они есть. Они все одинаковые, да, в барбершопе. Вот помню случай, наверное, Вася будет ругаться после этого. Были у нас молодожены, мы в первый раз придумали, что мы их отправим в стрелковый тир. Вася об этом узнал и разозлился. Почему нельзя было сделать, типа, все как у людей? А потом, вот в твоем уже выпуске он говорил, что вот я первый начал снимать такие свадьбы. Вася, ты лукавишь. Ну вот, наверное, такие творческие съемки. А вот и не только женихов, да, начали так снимать, а вообще предсвадебные съемки начали делать с какой-то концепцией. Раньше как было, просто прошлись по лесу, тут постояли, тут пообнимались, да. А в последнее время мы стараемся именно вот тоже по интересам молодожен. Ездим на рыбалку, в парке аттракционов с ними катаемся. Вот именно чем они любят вместе заниматься, то мы им стараемся организовать съемки такие. Вы принимаете участие в съемках Love Story, грубо говоря? Да. Вам нравится это? Очень. Да. А время свое? Но это дает нам возможность, да, больше познакомиться с парой. Вот когда ты находишься на встрече, это все-таки более такое официальное общение, да. А когда ты выезжаешь куда-то, и ты с ними оказываешься уже в их жизни, и это дает нам возможность больше их узнать, больше с ними пообщаться. И с теми парами, с которыми вот Love Story именно было, в день свадьбы, да, уже намного легче идет коннект. А то мурашки пошли. Это интересно еще. А сценарий Love Story пишете? Или нет? Или Ну, это скорее, больше... не сценарий, да, а такой план. Куда поедем, что с собой возьмем, какие-то атрибуты, кого с собой возьмем и так далее. А так, конечно, прям такой детальный сценарий не прописываем. Сначала туда, потом сюда, одеться так, потом так, ну, примерно. Такие инструкции даем. И там уже на месте отрабатываем уже. Вы участвовали в каких-нибудь премиях? Нет. Если нет, собираетесь?
Собираемся? Нет? Собирались? А почему не Нет. участвуете? Собираемся, что ли? Гуляла Хархан свадьба же мы хотели. Наверное. Не знаю, пока Я в была не мыслях в нету. курсе. В этом году я хотела пройти курс у Насти Морозовой. Мгм. И у нее как Морозова раз... wedding, да? Да, у нее как раз есть блог о том, как подаваться. Мгм. Вот, но в этом году у нас не получилось пройти этот курс, поэтому я думаю, надо сначала созреть до курса, потом уже как-то более осознанно подходить к тому, чтобы подаваться на премии. Сколько свадеб вы в день максимум вы берете? 3. 3 свадьбы Ну, можете это- провести. Это 2 организации, 1 координация, да? Ага. А максимум сколько организаций брали? 3? В день? Да. 3. Да, 3. А сейчас берете 2 только. Ну, да, стараемся не больше 2 брать, потому что все-таки, хотя у нас же менеджеров больше стало. Да, можем взять и 3. И 4. Ну, у нас 3 девочки в декрете. Так-то, Ну, один да. из организаторов тоже сейчас уходит в декрет, поэтому Да. Уже 2, обратно 2. Да, а так было короткое время. Сложно когда могли проводить больше. 3 сразу. Да. Как Психологически это это очень сложно. Как это Пипец. проходит? У каждой свадьбы есть свой менеджер, который отвечает полностью за эту свадьбу, да, и плюс к нему представляются 1-2 координатора в зависимости там, от количества гостей, в зависимости от того, где проходит свадьба, да, там на природе или в банкетном зале, вот, и менеджер сам ведет эту всю свадьбу, и он сам должен на ней присутствовать. Поэтому вот изначально, если их там обе свадьбы, да, эти 2 свадьбы вела Маша, потом очень сложно уже Маше Маша. разорваться. Да, я на одной свадьбе физически, на второй свадьбе в телефоне. Поэтому типа сейчас такого. стараемся так не делать и уже изначально закрепляем разных менеджеров за разными свадьбами. Мгм. А Лера, ты ездишь по свадьбам или что делаешь? Да, Да. ага, да, кстати. Лера как так Савораска, делали, ага. да, везде. Вот именно на сложные моменты. Где-то там с тортом, да, какая-то заминочка может быть. Ну, изначально мы знаем, что там большая конструкция, что там должно быть много спецэффектов и так далее. Значит, Лера на этой свадьбе будет на торте, да. Либо бывают такие, что в самом начале нужно приехать, успокоить родителей, потому что у них там родители очень сильно волнуются, у них очень много вопросов. Тогда Лера едет с самого начала на ту свадьбу, и разговаривает с родителями, их успокаивает, потом едет уже на какую-то другую. Не устаете с таким графиком? Вот столько сил, нервов, времени. Устаем, конечно. На Особенно- себя времени хватает вообще? Особенно Маша устает. Я вот знаю, Лера там может отдохнуть, что-то ездит, Ну, это вот потом только в поездке туда-сюда. последние годы же только так. Да. Лера свое отработала, сейчас я уже как-то больше мотивирую Да, у и Леры даю Маша задания. появилась. Да, у Леры Маша А появилась. Маша там везде бегает. Да, Маша потом после августа вползает в сентябрь. Вообще, я же говорю, я же сколько сидела на этой работе. На себя Вот, времени хватает? Вопрос такой. Но вот в августе, да, особенно если там стараешься максимально высыпаться, понедельник-четверг. Бывает так, что после обеда только надо глаза. Да, я тут на связи. Ну, с понедельника по четверг все равно и встречи, да? Ну да, ну С теми парами, которые вот всё на равно. выходных будут. Ну, стараемся как-то, да, совмещать, чтобы и семье хоть сколько-то внимания уделять. но у меня все равно не получается. Особенно в августе. Ну, после Летом сезона у вас времени есть отдохнуть? Ну, Всё. более-менее, потому что в сентябре, я бы не сказала, что там прям так железно есть время, потому что в сентябре тоже свадьбы же проводят, в первой половине особенно. Вот, поэтому скорее вторая половина сентября уже становится посвободнее. И- У нас отдых на телефоне. Все равно отвечаешь, да, Ну делаешь да, какие-то кстати. документы и Да, все да, да. такое. Как бы Ага. все равно с телефоном, но хотя бы физически ты находишься где-то в другом месте. Вот смена обстановки немножко помогает. А сколько вы спите в день? Летом, Да, в сезон. ну, в сезон где-то Вы от вообще спите? от 2 до 4 часов, ну, от часу до 4, да, где-то так. 4 – это роскошь летом. Ну, на выходных я стараюсь во сколько, если мы в час, допустим, приезжаем, да, домой, еще 2 часа я сижу, разбираюсь с оплатами, со всеми этими, вот расчеты, не расчеты, ну, часов до 3, да, потом спать, потом на следующий день проснуться в 9, ну, часов 6, наверное, максимум. Вот, ну, где-то так, 6-7, если повезет. Роскошь. Ну, она сама просто не спит ночами. Это если я еще в Инстаграме не залипаю. Кстати, в Инстаграме же тоже надо позалипать и выложить информацию.
видео. Самая любимая и запомнившая пара для каждого из вас? Ой, ну это очень сложно. У нас очень много пар, с которыми мы вот и по сей день общаемся. Одна из, скажи лучше. Одна из любимых. Ну, одна из любимых, можно выразиться, я не знаю, как хотите. Ну, у меня, наверное, это Владик и Изольда Левчикова. Они такие... Вася снимал, да, вроде свадьбу? Да, Вася снимал, в ноябре была. Ника оформляла. Меня там не было. Такие чукурушные молодожены были, там особо так сильно, были необщительные. А сейчас я вижу, как они раскрываются. Они такие деятельные, у них там свой бизнес, пара бизнесов, да. Активно ведут социальные сети, 2 прекрасных дочек у них. Вот, и по сей день общаемся. Очень часто дружите. видим их на своих свадьбах. Очень активно нас рекомендуют своим друзьям. И вот там на 4. Поэтому ты полюбила их. Шучу. Как мы по рукам пошли, В одной компании несколько свадеб, да? А у тебя? Я не знаю. Я сейчас пыталась вспомнить, я не могу вспомнить. Поэтому давай я как-то это не буду отвечать на этот вопрос. Не знаю, кого выделить. Я сейчас даже... Я могу только вот последних сказать. В этом году Люба с Валентином. Вот 30 марта. Антон, Толик Тах с Машей тоже. Вот очень полюбились. На самом деле очень много таких пар. Да, так и не скажешь. В прошлом году тоже очень много. Густана с Густавом есть еще очень тоже одни из самых запоминающихся для меня, по крайней мере. Денис. Да, Зоя Лах, Брусенины. Вот, так. Самая первая, вот моя свадьба, где я координировала, самые такие кринжовые ситуации, кстати, же были там, где еще Какие? тоже. Какие? Ну, получается, на этой свадьбе у нас была и драка. Ага, то гость барагозил на нас, еще напился барагозил. Вообще матом. Да, короче, такой огромный, большой такой мужчина. Вот, и он прям вообще жестко. Главное, во время первого стола был такой вежливый, да, все так нормально, а подходил, обращался же, да, там с какими-то вопросами тоже, все нормально, такой прям тактичный. Вот, потом конец второго стола, все, человека вообще не узнать, вообще абсолютно не узнать. Вот такая была ситуация кринжовая. Потом... Что он сделал? В чем была причина наезда? Я не помню, там что-то... Он хотел, чтобы мы что-то сделали, мы, по-моему, отказались. Что-то там было такое. Вот, и он, короче, начал, типа, что смотришь, ля-ля-ля. И пошло-поехало. Вот, потом еще на этой свадьбе полетел ноутбук у видеографа. И мы везли ноутбук. Ага, да, Лёша Соколов был, вот, а свадьба была в Ленских Зорях, вот, и мы, короче, в срочном порядке, Лера, получается, искала ноутбук, вот, и нам ночью везли туда этот ноут, чтобы он доделал свой SDE-ролик, вообще, короче, трэш был. Вот, и я еще тогда помню, пришла на каблуках, мне же надо было быть красивой на первой свадьбе. Ушла без ног. Это был трэш вообще. У меня в конце вообще... Каблуки сломались? Нет, конечно, я просто ног не чувствовала. Там каблуки-то небольшие Это были. была первая и последняя свадьба, когда Маша была на каблуках. А ноутбук возместили ущерб за его ноутбук? Нет, ноутбук у него просто полетел. Просто полетел? Там никто не ломал, ничего не этот. Там у него что-то сгорело, по-моему, то ли хард сгорел, ну, как называется, там жесткий диск, по-моему, или что. Вот, и все. Маяч. А еще какие-то кринжовые ситуации вспомните? Такие, ой, чтобы... вообще миллион, может быть, и скорая. Ну, самые такие выделенные. Да, скорая, вот это еще. Скорая может приехать, и драки, там бывает испорченное настроение, ссоры молодожен в день свадьбы. Один раз даже был случай, когда торт сломался, его привезли целым, и когда открывали крышку, его сломали. Вот. Был торт, который приехал вот уже вот такой вот весь растаявший. Да, координатор Наташа там на первый этаж спустилась, тогда был банкетный зал «Сулус». Помните, не помните, да? Где сейчас винзавод. Вот на первом этаже был бар, она спустилась туда, умоляла, ей предоставили холодильник, ножи, стол, все такое, они там реанимировали этот торт.
Хатаги. У Маши был пожар на свадьбе. Да, у меня был Это пожар в на Кристалле, свадьбе. в холле? Да, это было в Кристалле из-за холодных фонтанов. Вот у меня там декор был сухоцветы. Вот, и если, допустим, декор там просто цветы, вот, и мы там недалеко поставим фонтаны, то, в принципе, ничего страшного. А тут, получается, сухоцветы, вот, и мы поставили слишком близко, вот, оказывается, от сухоцветов надо подальше ставить, вот, и получается, я сижу, снимаю на камеру, танец, вот, и получается, на заднем фоне там что-то люди начинают бегать, и там такие огонечки, я смотрю, да, на главном столе. Вообще, боже, там такая паника была сразу, короче, к первому же столу, там графин с водой, поливаешь. Еще вот, один там седой благо волос у обошлось. Маши. Да, вот, ну там благо обошлось, вот, но после этого у меня появилась фобия вот этих фонтанов, я уже не могу их так спокойно включать, каждый раз смотрю, там вообще страшно. Самый трогательный момент, который вы пережили на свадьбах? Это церемония, конечно же. Это только церемония. Нет, ну церемония это понятно, это не обобщенно, я говорю, а тот момент, который вам запомнился. Ну вот, допустим, самая первая свадьба, да, вот опять же, где координация или организация? Координация, ну, для меня она была вообще ознакомительной. Вот, самая первая, я там просто сидела, смотрела, я там даже, по-моему, не присутствовала физически, девочки меня, короче, в конференц-комнату запихнули, типа, сиди здесь, караул, чтобы никто сюда не зашел. Сами там, главное, стояли, смотрели, как эта как эта церемония, то есть проходит, вот, и я там за стенкой барахсан сидела там на стульчике. Вот, и там церемонию Оля, по-моему, вела, да? Вот, и получается, вот я сижу, слушаю, да, как там это все проходит, и потом осознаю, что у меня там вообще ручьем слезы. Вот, ну, там же Оля же еще вела, у нее же... Она сама плачет, когда проводит еще. Классно. Ну, это так. вот, да, один раз это было. Вот, а так тогда, ну, она не была так такой эмоциональной, да. Вот, у нее очень красивый голос же. У нее прям вообще, я ее считаю, наверное, самым лучшим церемонимейстером у нас в городе. Она может создать такую атмосферу, что прям... Вот, после ее церемонии я влюбилась вот в эти свадьбы. Вот. Потом, если вспоминать прошлый год, 25 августа, Люда и Саша в Ренабо, мы там, наверное, вообще чуть ли не... Вообще оглы ревели, наверное. Вообще там было так трогательно, как они клятвы читали друг другу. Это вообще прям было... Хотя там даже не полноценная церемония была, вот именно как они друг другу... Их отношения друг к другу. Какие клятвы они написали сами друг другу. Вообще прям... Очень было классно. Там, конечно, все плакали. Все гости, они сами там захлебывались слезами. Невеста там умывалась. Мы там тоже еще с камерой в руке. Гна-гна. У меня была пара в прошлом году, которые в день свадьбы сказали своим родителям о том, что ждут ребенка. Они для родителей подготовили коробочки, где был этот УЗИ и такие детские вещички. Детские вещички. Сказали благодарность родителям и вручили эти коробочки. И вот родители открывают, а там погремушка, пустышка, результат вот, УЗИ. Блин, было очень трогательно. Баш, саныганы. Он это обрежет и в превью добавит. Точно добавлю. Вы сами проводите церемонии? Ты же проводила? Да, я проводила раньше. Но я не Оля. Да, она не Оля. Я вообще не Оля. Не хочешь проводить? Нет. Она проведет церемонию, потом выпадет. У нас в агентстве лучшие церемонимейстеры, зачем мне проводить тень? Вот у нас русские церемонии Оля ведет, да, Оля Земляная. Вот все, кто был на ее церемониях, они подтвердят мои слова, да, что она, во-первых, сама очень трогательная, эмоциональная, во-вторых, у нее такой очень нежный голос, и она пишет такие сценарии, которые могут задеть за живое даже самых черствых людей. И плюс у нас есть церемонимейстер Надя, Надя Ту, у нее церемонии уже на якутском языке. Она пишет текст на якутском, и тоже он очень трогательный, нежный. Вот. Раньше я всегда думала, что на якутском церемония не может быть романтичной. Цылан, уран, келин, барн, как-то так грубо, да? А у нее получается сделать на якутском языке очень трогательно.
У нее даже Так голос что очень вот красивый. у нас есть, да, очень классный церемонимейстер, и зачем мне вести день? Вы же, кроме свадеб, проводите другие мероприятия. Какие? Подробнее можно? Корпоративы, дни рождения, ну, всякие разные. Любой формат, там конференции, где там координация на конференции, там Вот несколько мастер-классы. лет назад, когда мне там Маша, например, говорила, давай корпоративы брать, я говорила, нет, только свадьбу, он ли свадьбы. Потом уже к другим мероприятиям мы пришли как-то так постепенно, да, там, невеста, например, говорит, у меня день рождения, организуйте, пожалуйста, там, у нашего ребенка годик, там, в нашей организации там, Новый год сделайте, пожалуйста. И вот как-то так постепенно, как-то не афишируя, не рекламируясь, да, именно вот для своих начали, потом уже... День рождения Виктории, Том каждый год. Он уже до больших предприятий доехали мы. Наконец-то. Что больше нравится проводить? Свадьбы. Тоже По-разному. от настроения. Ну да, зависит от мероприятия. Самый крупный проект, который вы проводили? Это вот в прошлом году мы провели 3 цеха на приисках, да, для алмазодобывающей компании. Подготовка велась полгода, то есть очень много работы, да, и, соответственно, мы выезжали туда и зимой, чтобы там сделать план, где что поставить, сколько чего завести, что нужно построить, какие нужны декорации, еда, ну, все такое прочее, да. И потом уже летом выезжали на сами эти прииска где-то за неделю и уже контролировали строительство объектов, да, для самого цеха и, соответственно, координировали это мероприятие. Это самый дорогой, получается, проект? Именно по общему бюджету? Да. Да. А по стоимости наших услуг нет. А по стоимости ваших какой самый дорогой? Нервы вопрос. Он у нас еще впереди. Самая дорогая свадьба тогда, которую вы проводили? В прошлом году, если по годам брать, да, в прошлом году, наверное, это 29 июля. Ленские да? зори. Да, Ленские зори. Ты там снималась же? Да. Вот у них был... Где оформление красивое такое, Да. Настя, да? Ага, там Ника оформляла розовый декор. Вот. И еще было в августе, 18 августа в Ренабо. Варовской дар. Вот. О, все 3 свадьбы я снимал. Да. Вот свадьба Уваровских была в закрытии сезона, такая финальная жирная точка в конце сезона Девы Курдукта, была в конце августа 27-го, и она была такая масштабная не только в плане бюджета, да, а вообще в принципе во всем. Было очень много людей задействовано, очень много техники, координаторов было 5-6 человек, там, да, 2 рилсмейкера, программа была очень такая насыщенная. 2 фотографа были, да, 2 фотографа, потом были состязания спортивные для мальчиков, для девочек. Ну, такая была очень масштабная и очень эмоциональная свадьба. На этой свадьбе танцевали все, и ведущие, и специалисты, там, молодожены вообще. И церемония была очень классная. У них были очень классные клятвы. Да, круто было. Супер. Прайс дорогих свадеб не меняется? Такой же остается. А какой прайс? У нас нет такого, что мы берем какой-то процент от бюджета, да? У нас... Нет, а там дополнительные услуги какие-то не... Дополнительные услуги у нас только вот может быть церемония, дополнительный координатор может быть, если там гостей больше 200 человек, например, да, и плюс за трансфер может быть, если это там Ленские зори, что дойду, Нарада, да, так больше никаких дополнительных. А в Лусы вы выезжаете? Проводить? Выезжаем, да, и в этом случае тоже добавляется только трансфер. Самый дальний Лус, где вы проводили свадьбу? Ну, как-то особо далеко не ездили. Чурапче, да? Чурапче, да? Поэтому я никуда не ездила. А мы поедем в Амгу летом. А ты в Мирном не проводила свадьбу? Нет. В На своей Мирном родине? я помогала подруге вот с организацией. Там помню, что-то декор ей делала, эти цветы бумажные. Арку ей сделала. Все.
Больше я к декору не хочу иметь никакого отношения вообще после этого. Ну, вот Амга и Чурапче. Самое успешное мероприятие, которое вы провели для вас, как вам кажется? Все успешные. Ну, да, стараемся, конечно, делать успешными все. Мгм. Но иногда, конечно, бывают вот форс-мажоры, которые от нас не зависят. Мы же все равно решаем это так. Но если смотреть именно, когда ты сам получил полное удовлетворение вот, Вот я про и это. от программы, такое, наверное, сложно, учитывая уровень перфекционизма, Ди. Мы вдвоем девы, поэтому нам очень сложно угодить. Все равно Очень сами к сложный себе вопрос. придираемся. Очень сильно. А самое неудачное мероприятие тогда? Ну, вот моя первая организация, конечно же. Ну. А у тебя, Лера? Вроде вот много форс-мажоров было, но в конечном итоге все равно там, благодарности, да, Ну, а потом психолог, общаюсь с она молодоженами, разруливает. не знаю. Ну, нет таких мероприятий, которые бы там так плохо закончились и что на такой негативной ноте разошлись. Хотя нет, есть одна. Да. Да, есть одна свадьба, где Мила координировала. Это была координация. В конце мероприятия молодожены были злы из-за того, что был декор сделан. Сразу еще раз повторю, что это была не организация, то есть молодожены сами себе выбирали специалистов, а если это координация, то мы не несем ответственность за услуги, которые они выбрали, да. И вот был декор, который постоянно уходил свет. Мгм. И вот в конце вечера они были недовольны тем, что вот свет уходит все время. И они недовольны были тем, что ведущий их суперприз, ну какой-то из суперпризов, выставил как обычный приз, меня отдал. Вот, хотя изначально, вот, когда они выбирали между несколькими ведущими, я им сразу говорила, что этот ведущий больше подходит на юбилей, и на свадьбу лучше взять, например, этого, да? Мгм. Ну и в конечном итоге... А кого это? Вот. Ну и в конце вечера они были очень злы. А как решили вопрос? И вообще, как решаете такие вопросы? В тот раз не решили никак, потому что на этой свадьбе у меня девочки-координаторы были. Мгм. Они просто согласились с претензиями и поехали домой. А вообще, когда я на мероприятии, да, сама присутствую, я стараюсь, чтобы молодожены в итоге ушли с хорошим настроением, с ними договориться, чтобы они высказались, выслушать, какие-то им варианты предложить, да, вплоть до возврата гонорара или организации другого им мероприятия и так далее. Ну, такое бывает крайне редко, конечно, чтобы Что? конфликты Что было? бывают. Конфликты какие? На моих свадьбах конфликтов не бывает. Правда? На моих не бывает конфликтов. Потому что я изначально уже и с молодоженами, и с родителями, со всеми налаживаю контакт, чтобы у них было полное доверие. И когда у них что-то такое плохое случается, они сразу, могли мне сказать, и мы могли решить этот вопрос. А у тебя были? Именно с молодоженами конфликты? Ну, чтобы прям таких я бы не сказала, что прям были. Вот. А какие были? Не было никаких. Успокойся уже. Хватит такие образы давать. А недовольные клиенты бывали? Бывали, конечно. И в чем была их причина недовольства? Ну вот как раз про одну пару рассказала Ди, которые были недовольны Ну, это- тем, что по идее от нас не зависит. Потом еще была пара, которые были крайне недовольны тем, что дети мешали вот во время танца. Хотя мы изначально всем парам говорим, что координаторы к детям никакого отношения не имеют. На свадьбе было очень много детей, и мы им старались объяснить, что нужен аниматор или отдельная какая-то зона, где можно детей разместить, да. Вот, и по сути тоже от нас независящая была, да? В прошлом году еще, вот если вспомнить такие кринжовые ситуации, короче, Миха выпало свидетельство от ЗАГСа, когда я выходила, короче, с такси.
Я, получается, его положила в стопку вместе с остальной полиграфией, вот, и вот так вот зажала в руке, вот, и когда выходила, это было зимой, там ветрено было, получается, так свидетельство, оно маленькое же, оно, короче, выпало вниз, прям возле машины упала, вот, потом пропажу через 5 минут обнаружили, Тахсан все, короче, вообще там все везде там облазили где-то вокруг банкетного зала, там магазины везде зашли, вообще, ну, нету, куда могло улететь Диганан там. Через дорогу Даланы, и на озере на этом проверила, ну, вообще, короче, везде, там чуть ли не прохожих останавливала Дию Курдук, вот потом по камерам посмотрели, оказывается, через пару минут после того, как я зашла, там женщина мимо проходила, вот увидела это свидетельство, подобрала его и унесла с собой. Чукурушка, потом, короче, хая, это были после свадьбы во вторник, позвонили уже ЗАГСу, вот молодоженам, типа, что вот принесли, короче, ваше свидетельство. Ну, ЗАГС она отнесла. Да, ну, ясно, да, ясно, понятно было, что не просто так, не с плохим умыслом подобрала идею, а что вот, чтобы потом обратно отнести. Но теперь молодоженов предупреждаем. Маша звонит мне в панике, я была на другой свадьбе. Лера, у меня тут... У меня тут, короче, жопа один. Что делать? Короче, ну-ка, я говорю, там смотрели, тут смотрели, камеры посмотрели. Потом они уже посмотрели камеры, отправляют видео, женщина забрала один. Молодоженам говорить или не говорить? Вот, ну потом сказали, вот, ну там, конечно же, ну... Расстроились. Да, расстроились. Вот, а так сама свадьба прошла хорошо, вот, но все равно впечатление смазалось. Давай мы не будем это вкладывать. Будем. Вика, давай это обрежем. Так ужасно, короче, мне до сих пор стыдно. Что, если нет коннекта с парой? Что делать? Искать. Вы всегда находите? Стараемся найти. Да, стараемся найти. Все равно есть точки соприкосновения. Просто их нужно найти. И этот коннект тоже найти. Ну вот, когда у девочек сложности, они всегда спрашивают, как им там преподнести информацию. Там, они очень мало общаются с нами, там, не говорят напрямую, там, что им нравится, не нравится, а сами там тохтаргариеллер, специалист таргариеллер инде. Ну и общими усилиями муньяхтамбарам вот. Все равно в итоге тагин благотывает. Почему пара должна брать организаторов, если они могут сами провести свадьбу? Это очень хороший вопрос. Все думают, что работа организатора заключается в том, чтобы там, нанять специалистов, найти фотографа, видеографа, кондитера и так далее. На самом деле работа организатора начинается после того, как нашли всех этих специалистов, где провести съемки, какие взять с собой атрибуты, сколько килограмм торта нужно, что в меню нужно добавить, что убрать, чтобы всем хватило, чтобы там не сильно опьянели или чтобы настроение появилось у продукта. Бюджет он должен посчитать, рассчитать таким способом, чтобы хватило на все и не было таких явных, как сказать, перепадов, тем более. Ну, бывает такое, что взяли очень дорогого видеографа, вообще с максимальным пакетом за 120 дней, и потом на платье невесты у них остается, там, не знаю, 20 тысяч, чтобы такого не было. Да, самая главная задача организатора – это оптимизировать бюджет, чтобы на все хватило и везде было по красоте девкурду. И вторая задача организатора, конечно, он видит всю картинку целиком, и уже, как сказать, он нужен для того, чтобы все нашли друг с другом коннект тот же день, чтобы они хорошо сработались и чтобы не потратили лишних денег, лишних нервов. Особенно нервов. Ну, много нюансов же есть. Нервы потратят ваши. Да, наши нервы тратятся. Пускай наши тратятся, чем их нервы тратятся, девушка. Какой самый нестандартный запрос от пары был? У меня одна невеста енота хотела на сборы. На сборы гостей. И? Был енот или нет? У енота был брачный период. В этом году вы провели брайдал пати. Как прошло? Спасибо за приглашение, я там был спикером. Как вам прошло, на ваш взгляд? Все удалось? Ну, мы старались, но по мне так можно было лучше, гораздо лучше. Было очень много информации, слишком много информации. То есть мы начали после обеда, и вплоть до 8 часов было очень-очень много
спикеров, показов и так далее. Этого было слишком много. Молодожены устали, и, возможно, что-то вот, то, что в конце оставалось интересное, они это уже там, были, как сказать, переполнены информацией, да, и уже не воспринимали ею круто. Короче, неправильно распределили, получается, тайминг, да? Да, неправильно, наверное, составили программу. Надо было разбавить все-таки первую часть, которая была более информативной, а надо было разбавить интерактивными частями, да, скажем так. Вот у нас, получается, основной интерактив был во второй половине мероприятия, но там еще были нюансы, мы пытались подстроиться под выступление, тоже там кто-то хотел в определенное время, кто-то мог только в это время, и получается путем этой подстройки получилось, что получилось. Я бы сделала с теми же спикерами, там 2-3 брайдал пати, было бы вообще классно, когда в один день собираешь там определенных, да, и там в этот день только фото, видео, и там звук, свет, например, да, в другой день декор, банкетный зал и так далее. И было бы, наверное, для восприятия легче. Чем много-много-много. Да, чем очень много информации. А это какой по счету был брайдал пати? 3-й. Было очень весело, было очень много пар. Приходили благодарности, говорили, что получили очень много информации, которая им нужна была для подготовки. Какие минусы работы организатора? Нервы. Седые волосы, да. Седые волосы, нервы. Как вы справляетесь с нервами? Со стрессом, можно сказать. Мы с Машей несколько раз в день ругаемся. Постоянно. Мы похожи на эту супружескую пару, в кризисе. 30 лет. Нет, не 30. 30 лет, там гармония, благодать. У нас с тобой 5-летний кризис в отношениях. Из-за всякой мелочи. Не знаю, больше отдыхать, наверное, надо. Но как раз в сезон ты особо не отдохнешь, поэтому сложно. Стараемся реже видеться, да. В отличное от работы время. После сезона вообще как отрезает. Заблокировать. В архив кинуть. Что тебя бесит в Лере? Ой, как много меня всего бесит в Лере. Еще час эфира. Я ее очень люблю, но еще и бесит. Много чего мне тебе сказать-то. Много болтает, ни хера не делает, шучу, конечно. Шутка, много чего делает на самом деле. Так, нет, я даже так не смогу сказать. А я могу. А что тебя бесит, Маша? Я потом скажу, после того, как она скажет. Ишь ты какая, да? Давай. Больше всего меня бесит это то, что во время мероприятия что-то случается, и она начинает выяснять отношения, вместо того, чтобы быстро исправить ситуацию и потом разбираться. Она начинает выяснять отношения, кто виноват, кто пришел именно на 9, ага, кинут на 5, ага, на 9, часто не так. Вот это больше всего бесит. Часто не так, остальное уже терпимо. И сейчас начнется тут. Махач-то. Не, сейчас не так. Такое раньше было. Я же был эмоциональный человек. Очень. Да. И если, допустим, там что-то не так, я злюсь, мне надо сразу выплеснуть, чтобы успокоиться. Вот сейчас... Если что-то, конфликт им был бы плана, по ней видно, что что-то произошло. Все должны знать, что что-то, там, мы поругались, например, да, и все это должны знать, Сергей Горолов. А у меня наоборот улыбка всегда на душе. Да, она ходит, как ни в чем не бывало. Маны хаятын, да, никогда не директор. Цензура. Простите. Я повторю. Как вы терпите друг друга? О, вообще не терпим. Мы сразу ругаемся, иди. Сразу ругаемся. Сразу ругаемся. А кто из подрядчиков вас бесит? Много кто. Шучу. Ну, недобросовестные, те, которые плохо выполняют свои обязанности, которые тупят. Ну, есть специалисты, которые больше не подрядчики, можно так сказать. Мы с которыми вы больше не работаете? Больше никогда в жизни не работаем. Стараемся. И парам тоже прямо говорим, что если они хотят, например, вот этого ведущего, то лучше взять там, других организаторов или другого координатора. Потому что сколько бы мы ни пытались, например, из этого ничего не получается. А с кем это?
Не получится. Хорошая попытка, но нет. А ваши любимые подрядчики? Ты. Мика вообще как будто у нас в команде, Ди. Если какие-то вопросы по видео есть всегда, Мика, помоги. Если даже не по видео, да, Мика, помоги. На самом деле много специалистов, Ди. Те, кто были на брайдал пати, это вот, наверное, большая часть тех, кого мы очень сильно любим. И есть, конечно, специалисты, которые на брайдал пати не попали, но мы их тоже очень любим. Вообще, наверное, вы, особенно фотики-видики, чувствуете нашу любовь всегда на мероприятиях, да? Там энергетики, пицца, ну, вот таких каких-то мелочах, да, стараемся о вас заботиться. Всех любим. Вы когда-нибудь отказывались от свадеб? Пару таких случаев было. В чем причина? Ну вот, например, у нас есть определенный порядок, да, по которому мы начинаем подготовку. За там такое время нужно это сделать, потом это. И там пару раз были невесты, которые хотят, давайте сейчас торт сделаем. Мы им объясняем, что вот там торт нужно дегустировать тогда-то, тогда-то и так далее, да. Ну и в таких мелочах невозможно найти общий язык, и уже понимаешь, что в процессе подготовки будет еще сложнее. А как вы решаете конфликты между женихом и невестой в процессе подготовки свадьбы? Тут подключается Лера. Я им всегда говорю, после свадьбы можете прибить друг друга, а во время подготовки на свадьбе вы друг друга любите, и все. А бывало ли так, чтобы жестко поссорились стало вообще? Свадьба отменяется? Типа Нет, такого? прям до такой степени не было, но было за пару дней до свадьбы. Когда невеста вышла из группы, вообще просто ничего не объясняя. Потом все-таки написали, что все хорошо, свадьба состоится и так далее. Это было за пару дней, да, буквально. Сколько человек в богеме? 8. Кто и за что отвечает? Ну, у нас церемонимейстеры есть. Ну, мне даже вчера написали, почему у вас так много, такой вопрос. Нас? Да, в запрещенной социальной сети написали так, спросить, почему их так много. Ну, потому что мероприятий много, поэтому нас много. Ну, вообще, у нас обычно фотики-видики тоже спрашивают, почему вас так много там в день свадьбы, да, как вы деньги делите и нет. Ну, вот есть, например, координаторы, которые работают по одному, один на свадьбе, да? Это же чисто физически невозможно все успеть. Гостей встретить, молодожен встретить, в это время ведущему дать сигнал, чтобы там он собрал гостей, раздать лепестки. Чисто физически одному, ну вот нереально. 2 нормально. Когда больше 150 человек, тут уже 3 необходим. Один занимается гостями, один занимается онли парой, да, там с ними все время, и один по программе, например. Кухня еще. По кухне, ага. Поэтому пускай мы будем получать чуть меньше, но у нас все зоны, да, будут закреплены за определенными людьми. Я один раз, помню, координировала одна. Вот, Дима тогда попросил. Вот, и вообще, короче, это была жесть. Жесть. Кто ваш любимый коллега, сотрудник богемы? В богеме? Да. Мы семья. Мы все друг друга любим. Нет такого? Нет. Кого выделить? Лучший сотрудник 2023. У меня вообще семейный подряд, так что я не могу ничего сказать. Сарданка, привет. Ты все-таки передала ей привет. Любимчиков нет, но Сардана, привет все равно. А у тебя? У меня нету любимчика. Ну, я всех не люблю. Кого не люблю? Надо такие. Есть у нее Кюнчик. Да, ребенок я есть. Кюнчик люблю. Кюнчик. А вы, кстати, обучаете же специалистов, да? Да, Организаторов, координаторов. Да, обучаем. Ну, все началось с того, что в богему нужны были люди. И именно люди с интересом. А как можно узнать, есть у человека интерес или нет, да? Очень просто. Готов ли он заплатить денег, чтобы этим заниматься? Вот. Это гениальная мысль. Позволила мне провести первые курсы вот в 2019 году. Тогда были только координаторы. Потом уже через пару лет начали обучать организаторов в том числе. Когда нам в команду нужны были организаторы, мы уже поняли, что мы с Машей уже вдвоем не справляемся. И чтобы пары не страдали от того, что мы ничего не успеваем, да, нужно было
еще организаторов. Поэтому начали обучать их. Я знаю, что одна ваша коллега ушла и открыла свое агентство. Вы рады за нее? Как учитель, да. Почему нет? Если мой ученик работает, у него есть какие-то успехи, занимается именно этим делом, да, в которое я втянула, можно так сказать, да, я рада, почему нет? Девочка очень пробивная, шебутная, общительная, у нее очень большие шансы стать топчиком. Но она не доучилась у нас. Она прошла первый день обучения теории, второй день теории она уже пропустила, сертификат она от нас не получала, но она была очень много на практике именно. Сейчас работает, бывает изредка звонит с какими-то вопросами. Маша, почему ты постоянно просишь остаться специалистом, когда у нас заканчивается время работы? Задержитесь на 5-10 минут, на полчаса, да. Ей не хватает времени вами насладиться просто, поэтому она задерживает нас. Всех очень интересует это. Я пытаюсь сэкономить деньги. Хочу кружку моим молодоженам. У вас же, доплата за час такая большая, да. Я пытаюсь сэкономить для моих молодожен. Что психтыла, да, и не таит. Почему Маша все время просит? Маша больше не будет просить, Маша обиделась на вас. И энергетики она вам тоже больше не будет покупать. Если вы будете оставаться. Мой любимый вопрос: сколько вы зарабатываете за сезон? Я, как Макс Пермяков, тоже несколько лет ношу один пиджак. Нет, на самом деле в этом году, Ди, мы купили новую форму. Так что, Макс, мы купили новые пиджаки. Ему тоже купили? Нет, мы ему купили термос. Да, конечно, мы зарабатываем не так много, как Вася Петухов, Лексусов у нас нет. 7 лет на одной и той же машине езжу, но пиджак сменила. Сколько ты зарабатываешь за сезон? Недостаточно. Расскажите о себе, о личной жизни, где учились, где работали, до свадеб, всего вот этого. До всего вот этого. Пока что-то пошло не так, да? Я училась во второй школе. Закончила... Да, я тебя тоже помню, ты был вообще противный. Закончила, поступила в ЕГТ, отучилась там 2,5 года, кажется. Потом училась в новосибирском филиале на менеджера, закончила. Потом училась в Санкт-Петербурге на экономиста. Все не то, Ди. Первое образование я поступила вообще на инженера водоснабжения, водоотведения и отопительного хозяйства. Потом отработала какое-то время в сервисном центре, менеджером была, по профессии работала, но все равно мне на месте не сиделось и хотелось вот какого-то творчества. И вот в 2011 году открыла ИП, защитила бизнес-план в комитете занятости, открыла агентство, начала работать. Первое время, конечно, совмещала, так как денег было недостаточно, да. Вот Room Cosmetics работала, только тогда она называлась Flormar, директором по продвижению Демболар, да, работала. Совмещала, а сейчас уже только богема. Другой заработок есть, кроме богемы? Муж. Другого бизнеса нет? Ничем не занимаешься? Пока нет. В планах есть? В планах есть. Секрет? Да. Денег пока мало. Копим. Я до 18 года жила в Мирном, потом сюда переехали. В Мирном работала в алмаздобывающей компании. Алмаз Алмоса? Да, в Алросе работала. Потом сюда после переезда. Я только не работала. На госслужбе работала, на военной службе работала. Это считается военной, что называется. Потом в общепит попала. В общепит тоже влюбилась. Мне очень нравится общепит. Такой же движовый, как и мероприятие. Ты же еще работаешь в Кандыкане? До недавнего времени работала. Официально там работала. Сейчас сезон. Ушла. А что ты там делала? Я там, кем я там только не была, чем я там только не занималась, можно сказать, помощницей, да, лишняя помощница, личная помощница. Менеджер, документы, там договора, там мероприятия еще тоже организовывали, гранты,
всякие ужасные гранты, терпеть их не могу. Еще раз скажу, Илан, прости. Где только Маша не была, девка была, да? Да, в общепите работала банкетным менеджером и менеджером по персоналу. Короче, после переезда сюда понеслась. Наверное, да, каждый год что-то новое. Новая работа, да, что-то новое. И причем как-то само так получается, что работа сама меня находит. Вот, и она всегда так или иначе связана с мероприятиями ДИК? Ну да. Режиссером, да, еще там или нет? Это концерт, вот когда мы делали итоговый концерт для Кандыкан, вот, ну там, получается, один раз режиссировала, вот, прикольно, интересно. Первый опыт, да? Да, слишком много суеты, слишком много нервов, все как я люблю. Еще один седой волос. Да. Лера, ты вернулась в путешествие, расскажи, откуда? Мы с мужем ездили на Байкал. Но, как обычно у меня, менин курдук. Там на острове, вот на Ольхоне, да, вот есть место, куда мы нацеленно поехали. Но из-за пожаров закрыли все экскурсии, поставили этих... Итого Корбеккович Келливитол Сергетий Бедевит. Но зато я была в самом интересном аэропорту в моей жизни. Вообще мини-аэропорт, мини-самолет, там на мотоцикле с тележкой багаж увозят, там мини-чашках кофе наливают, Индию курдук. Вот была в суперском мини-аэропорту и незапланированно в Улан-Удэ попали. Тоже лишний день там были. Там были, да, еще? Угу. Просто поехали в мини-медовый месяц. Круто. Понравилось? Понравилось. А ты же тоже, да, прилетела? Вот недавно в Новосибирск, там на пару дней слетала, в день рождения подруги. Все. Сказала тогда, господи, на пару дней слетала. Постоянно летает. В сентябре в Казахстан слетала. Вот у меня там брат живет, к ним летала в Алматы. Красиво, очень красиво. Понравилось? Ну, природа понравилась, их воздух не понравился, людей не понравились. В Новосибирске больше понравилось? Ну, там у меня друзья в Новосибирске. Вот. Ну, я бы не сказала, что я прям так очень люблю этот город. Он мне прям так нравится, нет. Ну, просто город. Что я могу сказать про него? Маша, ты сменила имидж, вот покрасила волосы. С чем это связано? К чему это? Ты такую новость прям делаешь, да, из того, что я просто слегка осветлилась, что-то такого. Я вообще раньше блондинкой была, когда-то давно. Как Лера? Лера была блондинкой. Нет, сейчас она нет. Ну, не совсем как Лера, она, конечно, более светлая, чуть темная. Перемен в жизни захотела Индия пятихтях концепте. Хорошо, перемен в жизни захотела. Я ответила, кому сказала. Это не обрезайте. Лера, за сколько денег ты проведешь свадьбу Маши? Бесплатно, конечно. О, нет, я возьму вообще очень много денег, потому что Маша это будет самая ужасная невеста в моей жизни, я знаю. Потому что, во-первых, она знает, что где, как, где, а во-вторых, она дева. В середине девы Аллах брошь-тади очень педантичная, очень требовательная, и она нам съест вообще мозги чайной ложечкой, поэтому я возьму вообще много денег, наверное. Бесплатно сделаю. 1200, наверное, как минимум попрошу. Конечно. И отпуск, чтобы после этой свадьбы мне оплатила, нервы восстановить. Смечталась. Я помню свою свадьбу, как она прошла? Ой, она прошла очень весело. Душевно. Она была в Чорапче, в нашем дворе. То есть мы построили дом, только-только его закончили, и вот у себя во дворе мы делали свадьбу. Было очень много гостей, где-то 200-300, 230, 250, где-то так. Все самые близкие, родные девы Курдукта. Вот, ведущий у нас был Аял, мы его отсюда выписали. Вот, и как таковой, инстаграмности 0,
То есть все было душевно, оформление делали сами, готовили все сами. Чтобы подготовиться к этой свадьбе, я даже водить научилась, потому что кто-то строит там этот сарай или как там веранду, да, кто-то готовит еду, кто-то должен это все туда-сюда таскать, и, собственно, мне пришлось научиться водить машину. Напоследок, какие планы богемы ждать в будущем? Масштабирование. Хочется, чтобы было больше организаторов, чтобы не уставать сильно, да, после сезона, чтобы у каждого было определенное количество свадеб, чтобы они вкладывались на все 200% именно в эти проекты. Вот, ну и, конечно, мечтаем о банкетном зале. Очень сильно, чтобы у богемы был свой дом. Ну, не банкетный зал, а какая-то маленькая студия, где можно проводить мероприятия. Нет, да, именно маленькая. У нас была студия, мы уже сделали ремонт, уже начали проводить мероприятия, и началась пандемия. И 80 квадратов, которые мы ремонтировали, платили несколько месяцев, да, просто впустую. Но тогда был полный локдаун, поэтому... Короче, грустная история. Хотелось бы возобновить, конечно. Но пока, вот сколько, больше года уже я ищу помещение, тихушечку от Маши. Вот, но помещение пока нет такого, чтобы не было соседей, чтобы было просторно, высокие потолки, круглосуточный доступ. С этим в Якутске очень проблематично. Круто, удачи. Какие рекомендации молодоженам вы бы дали? Не устану повторять, что свадьба – это... прежде всего семейные ценности, как можно больше уделяйте времени и внимания своим родным, мамам, папам, бабушкам, когда пройдет много лет, кадры именно с бабушками, с дедушками, с родителями, они будут ценнее всего вместо вот этих красивых кадров из запрещенной сети. Во-вторых, очень хотелось бы, чтобы вы вносили больше себя и своей пары, своей истории в свадьбу. Тем больше будет вашей истории, да, именно в свадьбе, тем она будет уникальной. Ее можно как-то добавлять в мелочи, да, в историю. Фотографии. Да, фотографии, церемония текста, какие-то милые подарочки для гостей, призы своими руками. Love story можно снимать, вот как я уже говорила, не просто какая-то прогулочка, да, или что-то подобное, а можно снять вашу первую встречу, заново, да, ее показать, заново показать предложение руки и сердца. Можно показать какие-то отрывки из ваших путешествий или какие-то такие семейные кадры. В общем, рекомендую вам показывать свою историю на свадьбе, потому что торт, ведущий, там, видеограф есть у всех, а ваша история, она уникальна, поэтому ее нужно показывать. Вот. И третье, самое важное, это чтобы вы с умом распределяли бюджет, чтобы не делали поспешных каких-то выборов. Сначала все примерно посчитали, и потом уже начали бронировать специалистов. Вот. Любите и будьте любимы, а мы вам поможем в организации идеальной свадьбы. Ну что, спасибо, девочки, за интервью. Тебе спасибо. Другие ваши девочки тоже помогали составлять вопросы. Чем-то помогли. Спасибо тебе, Мика, за приглашение. Получилось информативно. Получилось много чего резать. Вырежи, да. Очень нас приятно удивил на самом деле, Мика. Вот от кого я вообще не ожидала, что ты когда-то будешь интервьюером, да, будешь задавать вопросы и будешь делать что-то подобное. Очень круто. Тебе прям идет, и у тебя очень хорошо получается. Спасибо тебе. Спасибо. А я ожидала от тебя. Вообще мягкие вдохи. У нее все, где-то надо ей все время подэтовать.